Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі, як звычайна ў гэты час, але раз на 3 тыдні вось таким рэгулярным графікам мы сустракаемся с нашим экспертам. Я вельмі рады, што ён далучыўся до нашага пулу экспертаў і стабільна ўжо прыходзіць. Праверачка была там на першая сустрэча, ці будзе вытрымліваць графік. Вытрымлівае, чалавек адказны, і што самае галоўнае, у тэме і вельмі цікава апавядае. Такім чынам, сустракайце, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынок», эканамічны аглядальнік Андрей Махоўскі. Прывітанне, Андрей. Прывітанне, Зміцер. Андрей, з чаго пачнем? Можа быць, як звычайна гэта ўсё адбываецца, что там все-таки з бульбай? Вырашылі пытанне ці не? Давай, можа быть, ці здымем, ці закрым гэта пытанне ці не, бо я тут наткнуўся на навіну про тое, что пачалі там збіраць урожай там маладой бульбы. Все, можно закрыть тему. Ну все, я думаю, что можно уже закрыть. До следующей весны, наверное, все-таки будем с бульбой. Ці раней. До зимы. Может, до зимы, да. Нет, ну смотри, обещали, значит, там посадили они в этом году уже 1 миллион тонн, в прошлом году было 780 тысяч, то есть бульбы нам должно хватить. Я думаю, понимаешь, не на бульбу, может, надо уже смотреть, а на что-нибудь другое, потому что если они посадили бульбы 1 миллион тонн, то чего-то же они, наверное, посадили меньше. Ну так, по логике. Так может у нас там, я не знаю, с цибулькой или капусткой что-нибудь там, неприятности какие начнутся. Слухай, калі ўжо загаварылі про тое, што пачалі там нешта там урожай там збіраць, вот бульбу маладой, патлумач ты мне, як все ж таки чалавек, які ад зямлі, ад сахі разбіраецца ў сельскай гаспадарцы, чаму, колькі я сябе памятаю, колькі там Лукашенко пры ўладзе, у іх пастаянна не там пачалі збор урожаю, а яны пачалі вайну, барбу за урожай. О да, это битва с урожаем. Но я хочу обратить внимание, что урожай же никогда не сдается. Вот они все время требуют от урожая вот этих полной безоговорочной капитуляции, требуют, чтобы он отдал им 11 миллионов тонн зерна. Каждый год требуют, да, каждый год у нас прогноз. Вот, товарищ, ты можешь потлумачить, что это за сакральная лишба 11 миллионов? Для меня это тоже немножко загадка. Возможно, потому что они никогда 11 миллионов тонн не собирали, да, и как бы это такой... Они 10 не собирали, по-моему. 10 собирали, 10 уже собирали. И это такой, знаешь, как белый кит, который вот где-то плавает, не дается. 10 миллионов, я вернусь все-таки, она мне не дает. 10 миллионов с уликом рапса? Нет, вот что характерно, нет. 10,3 миллиона было в 2020 году. Это был такой один из рекордных наших урожаев. Не помню. И збожжа так само сподевалось на перемены в Украине. Именно. И тогда это было без рапса. Потом как бы больше не получалось, поэтому они произвели такую биологическую революцию, то есть не эволюцию, а революцию. Они записали рапс в зерновые, хотя он вообще-то родственник капусты, если что. То есть, ну вот никак он под зерновые не претендует на это гордое имя, звание зерновых культур. Но они записали рапс зерновые, но даже с рапсом все равно 11 миллионов тонн ни разу не получалось. Вот каждый год, это просто смешно наблюдать, каждый год перед началом этой уборочной кампании говорят, урожай будет 11 миллионов тонн зерна. Ну, а потом случаются неблагоприятные погодные условия, и как-то вот оно что-то как-то не получается. Ну і то есть вот атрымліваецца гэтая бітва за урожай, яна ў прынцыпе з-за чаго яны пастаянна ваююць. Вось у нас побач з Беларусю ёсць Польша. Здаецца, ні разу, колькі я памятаю, вот ваяваць за урожай, там класці трактары і ўсё астатняе у вайне гэтай няроўнай не выходзілі палякі, но как-то ўсё нормально, і здаецца, нават палову Европы кормяць. А я скажу больше, ладно, Польша. Польша Польша традиционно страна там с хорошим сельхозпроизводством, да, и климат Польши все-таки получше, чем в Беларуси. У нас есть Литва, климат который хуже, чем в Беларуси. Как бы, они все время говорят, зона неблагоприятная для земледелия, да, вот Литва еще менее благоприятная для земледелия зона. Посевных площадей в Литве в 3 раза меньше, чем в Беларуси. При этом там в прошлом и позапрошлом году урожаи в Литве были почти такие же, как в Беларуси. А урожайность, соответственно, там выше белорусской. То есть, наверное, дело не в природных условиях. Это как бы про Польшу. А почему они так делают? Потому что, если они не будут биться за урожай, то зачем они вообще нужны? А что они будут делать? Министерство сельской господарки. Лукашенко, а зачем тогда, если не биться за урожай? То есть, вот
так он хоть урожай может немножко победить. Ну, навучить перебрать бульбу. Опять же, ну вот сразу видно, что польза от него есть. Он же в последнее время все время стремится демонстрировать, что от него есть какая-нибудь польза в стране. Поэтому он устраивает эти совещания какие-то безумные, на которых он говорит там, ну, совершенно странные вещи, там каждый раз разные, там про цены, про вот эту картошку, да, каждый раз разное. Что характерно, я обращаю внимание, что как-то в последнее время вот все чаще эти его требования, они, ну, не то чтобы игнорируются, там чиновники сидят, кивают, говорят, да, записывают, да, но почему-то вот делают как-то по-своему. Ну, может быть, не все так однозначно, то есть чыноўнікі тоже можа стараются, але там пачынаючы от надвор'я, там, я не ведаю, небесная канцелярия, там нешта сабатуе, я уже не кажу про англосаксов каких-нибудь. Не, ну врагов много, врагов, которые мешают белорусскому экономическому чуду, они же везде, особенно хуже все это внутренние враги, которые вот ему мешают, ну вот битва ж за урожай, да, Лукашенко что сказал, как надо биться за урожай? Все хорошо, но надо победить внутренних врагов, которые там портят урожай, которые его воруют. Я думаю, что вот вредительство, это уже будет следующая стадия. Вот сначала колоски, потом сознательное вредительство. Ну да, я бы, дарэчы, на месцы каких-нибудь там губазіка прыгледзеўся к расфарбоўцы каларадскага жука. Что-то вот как-то... Интересно, а по рапсовые поля? Это же вообще вызов просто. Ну... Это же вызов. Желтое и на фоне блакитного белорусского неба. Ну. Это же вызов, это же просто экстремизм сплошной. Вот просто едешь мимо поля и один сплошной экстремизм. Слухай, давай да трошку іншай цэны. Я прачытаў такой шакуючы загаловак наших калегаў на люстэрку. У Беларусі ашалелі цэны на тавары. Эксперт прагназуе, што найбліжэйшыя месяцы сітуацыя пагоршыцца. Ну, правда, потым там как бы больш так спакойна кажуць пра інфляцыю, якая можа разагнацца до 9%. Але што адбываецца? Ну, ошалели, это, конечно, некоторое небольшое преувеличение, да. Не, ну, действительно, с инфляцией как бы происходит то, что она не слушается, цены вообще не слушаются. Цены растут, ну вот инфляция выше прогноза, да, там прогноз был 5, инфляция 7,3, ну окей, 7,3 это не так много на самом деле, ничего катастрофического. Инфляция на продукты у нас больше 10% уже, ну там у нас любят, я вот читал интересную, забавную статью про то, что в Польше ошалели цены как раз, да, возможно, в Минской правде или что-то такое, про то, что в Польше ошалели цены, у них инфляция на продукты 5%. Ну, в Беларуси-то она 10%. Это другое. В Беларуси-то она в 2 раза больше, да. Вот. Поэтому инфляция не слушается. И вот тут как бы, ну и какая реакция тут власти на это? Ну, реакция как бы обычная, да. Вот они частично отменили это частичное ценовое регулирование, да, а уже с июня они начали же его обратно возвращать, это ценовое регулирование. И уже Лукашенко опять говорит о том, что нет, нельзя там отпускать цены, что рынок ничего не сможет сделать, вот от рынка одно зло, надо контролировать. Просто сейчас новая идея, да, вот раньше это было контроль цен, а сейчас новая идея, справедливые цены. Или цена справедливости. Он говорит, справедливые цены, цена справедливости. И он же за эту тему на вот этим российским губернатором задвигает. Да, я посчитал. За 3 минуты на этой встрече он 12 раз произнес слово «справедливые». Справедливые, несправедливые, ну, в общем, производное от слова «справедливые». 12 раз за 3 минуты. Хотя губернатор его же даже не спрашивал. Вот как бы он просто сам начал об этом говорить. И вот как бы проблема с этой справедливой ценой в том, что Лукашенко же сам не знает, что это такое. Он бы, может, рад, как бы, ну, вернее, чиновники, может, и рады были бы сделать справедливую цену, да, но ты нам скажи, какая справедливая цена, и мы сделаем, пожалуйста, ну, то есть это же белорусские чиновники, ну, как бы, такая справедливая, пусть будет такая справедливая, но он же сам не может, он же даже на куклах показать не может, что такое эта справедливая цена. То есть он там рассказывал на этой встрече с губернатором, что надо взять какое-то типическое хозяйство, и вот в этом типическом хозяйстве посчитать рентабельность, там, ну, и это, и чтобы вот, и по какой цене оно продает, то и будет справедливо. И это, конечно, хорошо, но где ты это типическое хозяйство возьмешь? То есть они же все разные.
Ну, то есть одно там бульбочку выращивает, другое капусту. И у каждого рентабельность по этому продукту будет разной. Поэтому какой из них считать типическим, да? Вот, ну, что такое типическое хозяйство? А главное, опять же, какой-нибудь случится природный катаклизм, и все подсчеты на смарку, потому что, ну, бульбочка вымерзла там или еще что-то с ней случилось. Вот. Поэтому вот проблема со справедливой ценой, это в том, что главная проблема со справедливой ценой, вообще нет, со справедливой ценой много всяких проблем, да, но одна из главных проблем со справедливой ценой, это в том, что Лукашенко сам не знает, что такое справедливая цена, объяснить этого не может, а может только говорить: дайте мне справедливую цену. Ну і яшчэ могуць, чаму ж яшчэ могуць як там законы там ці прымаць гэтыя рашэнні па увядзенні штрафаў за адсутнасці бульбы там ці яшчэ што-небудзь. Не, ну это да, это конечно, это можно же штрафовать там, ну то есть картошка от этого в магазине не появится, но можно получить глубокое моральное удовлетворение, оштрафовав магазин. Опять же, пополнение бюджета. Опять же, картошка все равно не появится. Но радость куда девать от того, что ты оштрафовал вот этих вот негодяев. І зноў жа таки все гэтыя кантралюючыя органы, як там камітэта госконтроля, ну люди при деле. Люди при деле, да, и что характерно, куча людей при деле. У нас теперь комитет госконтроля, это же главный экономический орган практически в стране стал там, они же всех строят. Вот. Ну вот, я, кстати, хотел этот момент сказать. Лукашенко же, вот, я думаю, не зря говорил про справедливые цены на встрече с российским губернатором. Это же он такой был как бы призыв: делай как я. Он же там говорил, что Россия тоже придет к этим справедливым ценам. Это призыв был, потому что... И кошты на бульбу у России будут такие же самые, как у Белоруссии, тому вытворцы не повезут у России. Вот, потому что это же как бы вот тоже проблема. Вот нельзя, чтобы в Беларуси была цена ниже, сильно ниже, чем российская, потому что, ну, тогда что-нибудь в Беларуси пропадает. Поэтому вот он не просто так говорил, он призывал: делай как я. Делайте тоже у себя справедливые цены, я вас научу. Спокойно, я вас всему научу. Тым не менш, я вярнуся до гэтага загалоўка про ашалелі цэны. Ці чакаць усё ж таки і чаго чакаць, якога ўзроўню там роста коштаў на товары, ну на якім-нибудь, то есть мы можем так гаварыць там 9%, 10% инфляции. Шараговому беларусу это, разумееш, як там про кольца Сатурна что-нибудь там рассказывать, на что-нибудь на конкретном прыкладе можешь сказать? Так, могу сказать, бензин будет дорожать. Я думаю, на 2 копейки в неделю, но будет. Потому что как бы есть проблема, потому что белорусские НПЗ сейчас из-за цен на нефть, белорусская нефть, вот эти вот бензин и дизель экспортные, они стоят, ну, не столько, сколько они должны стоить. Лукашенко не зря жаловался, что у него заводы работают с низкой рентабельностью, а иногда себе в убыток. Поэтому они сейчас... А у нас как бы, у нас же как всегда, у нас как только начинаются проблемы с экспортом, да, вот топлива, они же всегда повышают цены. Вот этой весной там были проблемы с топливом, экспортом, они повышали цены. Ну и поскольку дальше проблемы, скорее всего, с топливом, с экспортом топлива будут увеличиваться, то я думаю, что вот бензин будет дорожать. Осенью бензин должен... ну, скорее всего, дорожать, если не случится ничего такого очень хорошего вдруг. Яшчэ один момант, можа ты больш дакладна патлумачыш. Зараз выйшаў даклад Бюрок, які расказвае пра тое, што запаволіўся рост заробкаў, штосьці там нейкія праблемы з ВУП, там з вогуле там з усім. Што там адбываецца? Патлумач на пальцах. Так, ну вот пальчики. Так, ну что там у нас? Ну, у нас как бы то, что и должно было быть на самом деле, да. Значит, ну так, там надо нескольких из пунктов, да. Ну, вот как бы первый пункт. Давай по заробках, вот скажем. Надо начинать наоборот. Пардон, надо начинать с другой стороны, заходить с другой стороны. Спочатку яйка, потом курица. Да. Вот начнем давай все-таки с белорусской промышленности, да. У нас белорусская промышленность была главным драйвером экономики, там, ну, почти всегда, на самом деле. Особенно важным драйвером она там была в прошлом году, позапрошлом году, потому что все очень хорошо продавалось в Россию. Сейчас у России проблемы, на российском рынке спрос сокращается, потому что российская экономика сокращается, потому что денег нет, тупо банально. Деньги есть на войну, денег на все остальное не хватает, да? Так белорусская промысловость на войну и працуе.
та, которая на войну, с ней все в порядке. Но она это все-таки не такая большая часть этой белорусской промышленности. Да? Не такая она большая. Так, поэтому... чакай, хто правы ўсё ж таки, Белпол ці ты і Леў Львовскі, якія кажуць, Белпол про тое, что да там сотні прадпрыемстваў, больш за 500, можна сказаць, павальна ўсе працуюць. Львовскі кажа, ну, адзінкі. Ну, я бы скорее больше к Львовскому согласился. Ну, можно сказать, можно как бы условно, да, там можно сказать, что сотни, да, работают на войну, там, ну, условно говоря, там, если какой-нибудь консервный завод, вот тушенку у него купили и солдатам отвезли, ну, можно сказать, что он тоже на войну работает, да, но вот эта вот работа на войну ему не позволяет, ну, то есть те объемы, которые он продает этой тушенки военным российским, да, они не решают его проблем. Поэтому, ну вот, строго говоря, там на войну работает определенный набор предприятий. Мы их вот недавно видели в санкционном списке Евросоюза, мы их видели в других списках Евросоюза, там Интеграл, Пелинг, Лигмаш, которые снаряды производят. Ну, давай, значит, что у нас с экономикой? Промышленность у нас за полгода выросла на 0,3%. Но что такое 0,3% роста промышленности? Это потому, что она росла в первые месяцы очень хорошо. А вот в мае-июне она уже не росла. В мае-июне она уже сокращалась. Там в мае на 1%, в июне на целых 3% сразу упала. Как бы, ну, как это, как говорится, отбивается на наших кошельках? Да? Ну, очень просто. Если у вас, ну, то есть, когда вы увеличиваете производство, вам нужно больше людей, чтобы они могли производить больше, да? Людей в Беларуси не хватает. Вам надо этим людям, чтобы их заманить к себе, надо больше платить. А если вы перестаете больше выпускать, если вы начинаете сокращать, наоборот, производство вместо того, чтобы производить больше, то вам и люди лишние не нужны. Вам не надо их уже заманивать зарплатами. Соответственно, поэтому темп роста зарплат и уменьшается. Ну, потому что заводы перестали предлагать вот эти, ну, какие-то большие зарплаты. Там пока еще есть рост зарплат, но он уже не такой, как был раньше. Ну, потому что пока времени еще мало прошло. Там, мы только по маю и июню имеем сокращение этого промышленного производства. Ну, вот это, собственно, что происходит почему с зарплатами вот это происходит. Одно из основных – это заводы, это промышленность, которая замедляется. Ну, и второе – это то, что, ну, в конце концов, резервов уже не хватает на то, чтобы всем остальным тоже повышать зарплату. Ну, сколько ж можно ее там загонять наверх. Скажи мне, наколькі гэта... Тут два моманта, конечно, давай эканамічна пойдзем. Лукашенко на сустрэчы з губернатарам самарской этой губернии рассказал про то, а вот поглядите, у нас такие там ремонтные заводы бронетэхнікі классные, давайте супрацоўнічаць, у нас там что-то там ракета, самолета, там будаўніцтва, там давайте все рабіць. Больш за тое, сам ён гэтага не сказал, потым прызнаўся гэты губернатор, что ёсць планы пабудаваць у Беларусі завод, расійскі завод по вырабе беспілотнікаў, 100 тысяч адзінак на год. Зразумела, дзе і для чаго яны будуць выкарыстоўвацца. З эканамічнага пункту гледжання гэта што, как бы выратавальная палачка для, ну, як тыя там цэментныя заводы, там ці яшчэ што-небудзь, вот зараз беспілотнікаў заводы будуць будаваць, ці што гэта? Вот як ты оцениваешь? Как бы обычная жадность, да? То есть, ну, Лукашенко готов зарабатывать на всем, и если надо зарабатывать на крови, он, ну, его ничто не остановит от того, чтобы зарабатывать на крови. Ну, куча белорусских, ну, там не сотни, да, ну, как бы куча белорусских предприятий зарабатывает на крови. Там белорусский Интеграл, который микросхемы делает, клепает, да, для российских ракет. Там Пелинг, который делает оптику. Ну вот завод Лигмаш, который производит снаряды. Ну, завод беспилотников – это еще одна из историй. Ну, можно себе представить, 100 тысяч беспилотников. Достаточно крупный завод. Ну, то есть не то, что совсем гигантский, да, там, ну, мы знаем, что и побольше производят, но достаточно крупный завод, это значит, что Лукашенко получит деньги на то, чтобы построить этот завод, он потом с этого завода будет продавать беспилотники в Россию, он еще заработает, то есть, ну, это не спасение для белорусской экономики, это ее не спасет, как вот белорусскую экономику не спасает вот это то, что они... Вот, ну, до сих пор ВПК белорусскую экономику не спасает. Ну, то есть он позволяет ну, как бы дополнительно зарабатывать немножко, да, денег. Как российскую экономику ВПК не спасает. Вот все проблемы российской экономики, потому что они вкладывали деньги в ВПК, все шло в ВПК, а ВПК производит что? Как бы он не производит, как сказать, товары полезные для людей, да. Он произвел снаряд полетел, взорвался, все.
вот как бы, ну, такой... То есть вроде как есть рост ВВП, есть рост промышленности, есть по циферкам показывается все хорошо, да, но пользы-то людям от этого нет. Ну, и в Беларуси, конечно, как бы... Ну, и то же самое, собственно, в Беларуси. Вот поэтому ВПК не способен вытянуть белорусскую экономику один только ВПК. То есть, ну, это дополнительные деньги, да, вот жадность вот эта, которая мы готовы заработать на всем, там, да, еще дайте гроши. То есть, умоўна кажучы, гэта не такое грунтоўнае погляд і перспектыва, распрацоўка перспектывы на будучыню, а гэта вот сённяшні дзень, от урваць сёння, вот ёсць магчымасць, я урваў. Абсолютно. Ну, это в этом суть всей экономической политики, как бы, они же живут все время, это же, ну, отсутствие какого-нибудь долгосрочного стратегического планирования. Они же все время живут вот так, да. Только ночь простоять. Вот, типа, да. И, ну, мне некоторые люди, некоторые хорошие люди, отмечу, говорят, ну, вот ты, типа, говоришь, что вот они там... Ну, там их там ругаешь и говоришь, что они вот плохо управляют с экономикой. Ну, посмотри же, все же, типа, растет, все хорошо, да. А я говорю, ну, хорошо, вы посмотрите больше, чем на 5 лет, на 2 года назад, да. Вы посмотрите вот на вот 30 лет, как это все было. Белорусская экономика существует, развивается от одного кризиса до другого, да. И всегда перед кризисом все хорошо, все растет, а потом хопа, и уже как бы... беда начинается. Ну, никто не застрахован. Мы ведаем про кризисы в США, там, финансовые, все остальные. Да, там случается финансовый кризис, ну, не такого масштаба. Вот, ну, вернее, там масштаб сам, ну, в смысле, может быть, побольше, да, в абсолютных числах, в относительных не такого. Но в Беларуси вот это вот существование от кризиса до кризиса – это вообще способ существования. Ну, нет, просто у всех стран случаются кризисы. Но у нас есть такой простой показатель. Белорусская экономика там на протяжении 10 лет росла меньше, чем на 1% в год в среднем. Ну, то есть там были взлеты, потом случались падения, и в результате мы там отстали от всех уже соседей. Мы очень сильно отстали. Ну, как бы в Украине хуже, но Украина войну, собственно, ведет, да. Вот, мы отстали, мы чем дальше, тем больше отстаем от всех соседей, потому что вот если, как бы, ну, если смотреть год к году, да, у нас может быть рост, и даже хороший рост. Но если смотреть там в перспективе 10 лет, то мы живем в режиме постоянной стагнации. Ну, вот это, собственно, результат, вот это, собственно, ответ хорошим людям, которые обращают внимание, что, ну, вот, типа, сейчас все неплохо. Ну, да, сейчас неплохо. И перед 2011 годом все было, в 2010 все было неплохо. И в 2008 все было неплохо. Ну, калі карыстацца тэрміналогіяй Трампа, там, пра карты і ўсё такое, то, ну, можна сказаць, ну, масць пока не шла Лукашенку. Но зараз... Вот глядзі, буквально учора ці заўчора я прачытаў навіну про тое, што Польшча знайшла ў Балтыйскім моры найвялікшае ў Еўропе радовішча нафты і газу. Дзесьці там каля Свінаусця, здаецца, там у тых раёнах. Ну так, а чаму калі Польшча можа, то Беларусь не можа? Вот Лукашенко і сказаў: бурыць і бурыць. Но с умом и новыми технологиями. Ну, а чаму не? Ну, хай не першае, другое пасля Польши радовішча ў Европе. Чаму не можа быть где-нибудь на Полессі в этих болотах? Все может быть. Во-первых, обратите внимание, он совещание собрал это после того, как стало известно про нахождение этого месторождения в Польше. Конечно, совпадение. Но я думаю, что такое, знаешь, это обидно. Вот нет в мире справедливости. Лукашенко 30 лет говорит, что у нас надо, ну, что есть где-то, я чувствую, у нас есть нефть. А если есть нефть, то там и газ будет. А если газ, то, может, и алмазы где-нибудь завалялись там, да? И вот ничего не получается найти, да? Вот 30 лет ищет, а Польша, хопа, ничего не искали особо, а взяли... И нарады не сбирали. Это же не первая нарада по нафте. Да, это же и в прошлом году было такое же, то же самое. А взяли вот и нашли. И это, конечно, я думаю, что ему очень обидно. Просто то, что там белорусское Свинаусте, оно трошку іншае, чем польское. Ну, вот тут есть, вот с этими вот поисками, да, наших полезных ископаемых, есть, конечно, очень интересный момент. Ну, они же ищут, да, и, ну, потому что Лукашенко требовал, велено искать, значит, надо искать. Сказано бурить, значит, думать некогда, надо бурить, все. И они же бурят.
И вот на этом совещании Лукашенко интересные цифры привел такие, которые, они обычно цифры скрывают, но вот Лукашенко проговорился. Он сказал, что они в прошлом году, значит, пробурили 285 тысяч метров скважин, и вот это бурение позволило им дополнительно получить 20 тысяч тонн нефти. Ну, вот добавить. 20 тысяч тонн нефти, если пересчитать, я сейчас немножко с цифрами, если пересчитать, если их продать вот в соответствии с российским ценовым потолком, который на нефть, который был до вот этого недавнего снижения, это примерно 26 миллионов долларов. На них 26 миллионов белорусских рублей, пардон, на них можно заработать, да? Во сколько обошлось это бурение, Лукашенко не сказал, но зато он сказал, что только на обновление материально-технической базы НПЦ «Геология» потратили 35 миллионов рублей. Ну вот, собственно, соотношение, да? Мы копали, заработали 26 миллионов рублей, потратили только маленькая часть трат, 35 миллионов. Потому что на скважины-то они гораздо больше еще потратили. Ну, в этом вот, собственно, весь экономический смысл вот этих вот поисках белорусских полезных ископаемых. То есть, а ввогуле ёсць разуменне, ну я не ведаю, эканамічнае, псіхалагічнае, што ён уперся в эту нафту, з чаго ён вырашыў? Да, в общем, ну, это скорее психологическое, я думаю. Да, он же все время, все же его, вот это, все его экономические идеи заключаются в том, что надо придумать что-нибудь такое, схемку, замутить какую-нибудь такую проектик, вот который мы сейчас выполним, и после этого будет нам полное счастье там. Это же все, это же с атомной станцией было, да, он же говорил, построим атомную станцию, тогда заживем. Что-то не зажили. С этой биокорпорацией национальной он говорил, это уникальный, аналогов нет, проект, там все, вот сейчас мы ее построим, будем это вот все продавать по всему миру. Которая с этим, да. Туркменбаши. Да, ну, с Киргизии, ну, ладно, да. Вот. Что-то построили, как бы сейчас ее пришлось взять на государственное содержание. Про деревообработку я вообще молчу, потому что про деревообработку, ну, это как, знаешь, про деревообработку сейчас можно или говорить или хорошо, или ничего. А ведь тоже он говорил, что вот сделаем деревообработку, заживем, да. Это идея, надежда на чудо. То же самое с нефтью. Вот сейчас нефть добывать будем, богатеть будем. Ну, вот что-то богатеть не получается, да, больше тратим. И как бы... Ну, речь же не идет о том, что в Беларуси нельзя, в принципе, найти нефть. Возможно, она действительно есть, да, ну, просто не надо так стараться. Ну, просто вот идея в том, что вот он сейчас, да, он же говорит, надо добывать больше нефти, да, ну, и они добывают, они увеличивают вот эту добычу нефти, они разрабатывают такие месторождения, вот эти, они находят мелкие месторождения, и чтобы показать Лукашенко, что вот мы увеличили добычу нефти, они добывают нефть на таких месторождениях, где добывать ее, в принципе, нерентабельно. Вот сейчас это как бы не звучит, потому что все закрыто, но я помню, там, до 2020 года мне белорусские нефтяники жаловались на то, что их заставляют разрабатывать месторождения, разработка которых абсолютно нерентабельна. Ну, то есть ты вкладываешь больше, чем ты можешь этой нефти из него получить, там просто вот чисто построить всю инфраструктуру. А потом их же Лукашенко ругает за то, что у них рентабельность низкая. Ну, как бы, ну, она низкая, да. Ты сначала требовал, разрабатывайте все, что есть, разрабатывайте то, что разрабатывать не надо, а, ну, как бы, ну, они выполнили, а рентабельность низкая. Коротко, можа быть, закранем. Я так разумею, что тэма табе можа быть не вельмі ў дадзеным выпадку цікавая, тому что а чаму, вот дарэчы, ты написаў, что можем закрануть 18-й пакет санкций, но это такое. Что не так? Ну, не, на самом деле, почему нет? Не, так, да, не, на самом деле, ну, просто, как бы, потому что 18-й пакет санкций Беларусь затронул по касательной. В принципе, никаких радикальных изменений. Там же кажуть, банки закранули, зараз все, всем обрубили эти платежи. 4 банка. Ну, все? Ну, 4 банка. Ну, во-первых, это 4 банка, у которых и раньше был SWIFT, да, отключен уже. То есть им запретили все остальные транзакции. Ну, то есть и это только 4 банка. То есть это не то, что вот... Беларусьбанк самый крупный. Беларусьбанк, по-моему, не попал. Белинвест, Белорусский банк развития, Банк Добробыт и... Белагро, если я не ошибаюсь. Белагропромбанк. Да, Белагро, если я не ошибаюсь. То есть, ну, как бы это... Ну, то есть, нет, они повлияют, конечно, ну, как бы они, да, повлияют, но
Ну, они не то, что повлияют как-то там радикально. Ну, еще 9 предприятий ВПК в него включили, вот тот же завод «Лекмаш», который снаряды делает. Но, опять же, да, ну, было... Сколько там было? Было 46 предприятий в списке санкционном, сейчас будет 55 предприятий. Я не ручаюсь, что я точно помню цифры, да, ну, вот. Ну, сейчас будет 55. Ну, то есть, что там еще у нас из такого... Да все, по-моему, больше ничего такого там нет. То есть Беларусь не затронули касательно. На Беларуси эти санкции, как, собственно, многие другие пакеты до этого, они для Беларуси важнее не прямое, а косвенное влияние через российскую экономику. Потому что вот по российской экономике эти санкции, я так подозреваю, могут сильно ударить. Хотя там у российских экспертов, которые знают лучше, есть разные оценки. Одни говорят, что очень сильно ударят, другие говорят, что, ну, в принципе, найдут способы обходить эти санкции. Вот. Но по российской экономике эти санкции ударят, а, соответственно, они затронут белорусскую экономику. То, что мы говорили перед этим про белорусскую, про рынки сбыта, которые сокращаются в России, да, там, про нефть, которая из-за этого будет не той цены, которая нужна нашим НПЗ, и все остальное. То есть для Беларуси важнее те санкции, которые... Ну, хуже те санкции, которые ввели против России, чем те, которые ввели непосредственно против Беларуси. Давай не так шмат часу у нас ёсць, а ёсць яшчэ вельмі важная тэма. Дарэчы, вось у нас тут аказаўся у каментарах чалавек больш дасведчаны у сельскай гаспадарцы на малотах, чым ты. Віталий піша, у 2020 годзе было намалочана 9,4 мільёна тонн зерня, што на 1,5 мільёна тонн больш, чым у 2019 годзе. Такім чынам 10 мільёнаў тонн не было ніколі. А я даже могу это объяснить, почему. Откуда, почему такая разница. Это на самом деле очень просто. Есть цифры, которые дает Минсельхозпрод, и это то, что называется зерно в бункерном весе. Это то, что мы вот собрали, да? А есть цифры, которые, ну, потом происходит усушка и утруска. Ну, на самом деле, это нормально, что она происходит, оно происходит, да. И потом Белстат дает как бы, более точные цифры, да. И вот как бы вот это, ну, Белстат их дает через несколько месяцев. То есть вот Минсельхозпрод, он дает там сразу, там, типа там в сентябре, октябре, он говорит, вот собрали 10,3 миллиона тонн, да. Потом Белстат, вот происходит усушка, утруска. Ну, во-первых, естественная усушка, во-вторых, менее естественная утруска из-за плохих условий хранения. И потом у нас к весне остается из 10,3, там 9,4, условно говоря, миллиона тонн. Тут вопрос, на какие цифры ориентироваться. То есть, грубо говоря, собрали все-таки 10,3 миллиона тонн, осталось 9,4. Давай яшчэ да адной вот да этой нашай заключнай тэмы, самай нашай любімай, ну і ўсімі беларусамі, але некая на апошні час яна насцярожвае. Мы сумясцім зараз, я ў сваім пытанні сумяшчу папярэднюю нашу тэму развагу пра рост цэнаў, як яны там ашалелі, да, цэны і ўсё такое. І з другого боку курс валюты. Сённяшняя навіна, долар рэзка падзешавеў на таргах 22 чэрвеня, і зараз ён 2,91 рубля. Ведаеш, я прыгадываю у тыя часы яшчэ, калі мы былі ў Беларусі, свабодна там працавалі, жылі і ўсё такое, я на выходныя любіў ездзіць там за горад па Мязельскай трасе і, вяртаючыся ў Мінск, спыняўся ў адным і тым жа месцы, там стаяла бабуля і прадавала садавіну, гародніну, там яйкі са сваёй гаспадаркі. Ну, сялянка звычайная. Вот. І чарговы раз я спыняюся, калі яе набываю тое ж самае, што было па пэўным кошце шмат там месяцаў. Яна кажа, а рост, вырасла цена. Я говорю, чаму? Яна кажа, а ты курс долара бачыў? То есть вот, умоўна кажучы, моркву я купляю у бабулі, а кошты залежаць ад курса долара. І вот я зараз гляжу, курс долара падае рэзка уніз, а тавары чамусьці не дзешавеюць. Чаму, калі долар расце, то і кошты растуць, а калі долар дешавее, то кошты все одно растут. Мы же знаем, что цены вообще такая штука, которая резко идет вниз, они только идут вверх. Это не только белорусская особенность, это вообще, в принципе, мировая тенденция. Цены почти никогда не снижают, их только повышают. Вот.
Ну, на самом деле, честно говоря, я думаю, что доллар сейчас, курс доллара сейчас гораздо меньше влияет на цены, чем это было до 2020, например, года, да. Ну, потому что реально э, доллар не имеет уже того значения, которое он имел раньше, потому что сократилось, ну, потому что мы с миром стали торговать меньше, да, поэтому там, ну, грубо говоря, для предприятий и банков доллары не очень нужны, да, поэтому банки там устанавливают такие ставки по этим валютным вкладам, чтобы вам было невыгодно хранить в валюте, а чтобы вам было выгодно переводить их в белорусские рубли. Хранить дома тоже получается, как бы их не особо выгодно, особенно сейчас вот со всеми этими историями, когда люди там читают эти все истории про то, как какие-то купюры не принимают в банке, да, вот, ну, постоянно же они появляются, что там старая купюра, еще какая-то не такая купюра. Поэтому, ну, то есть доллар, мне кажется, во-первых, перестал быть немножко таким универсальным мерилом цены, и на белорусские цены сейчас скорее мне больше влияет курс российского рубля. То есть, потому что мы в основном-то товары через Россию покупаем. Ну, это если говорить про импортные товары. Давай тады звернемся да тэмы, якую ты таксама прапанаваў звярнуць увагу, і яна у тым, вот мы нават у загаловак нашага YouTube трансляцыі вынеслі про тое, что спрос на валюту быў вышэй прапановы пасля таго, як і в прынцыпе мы на гэта раней звярталі увагу, что как бы попыта вялікага не было, была прапанова, а так хадзілі кругами, там посмотрим, что брать или не брать, посмотрим, что там у соседей, да? Что зараз здарылася? Да, ну вот это, кстати, очень важная вещь на самом деле, потому что действительно важная, потому что вот в апреле и мае мы видели вообще абсолютно аномальную ситуацию, когда предложение валюты на внутреннем валютном рынке было больше, чем спрос на валюту. Это было странно, так не должно было, и оно причем прилично превышало, там за 2 месяца плюс миллиард. Ну, в смысле, предложение было больше на миллиард. Очень прилично превышало, то есть так не должно было быть на самом деле. Вот. Ну, там мы обсуждали, из-за чего это могло быть, да, там, что это какие-то некоторые особенности белорусской национальной экономики, связанные с внеэкономическими методами, так сказать, с воздействия на экономических контрагентов. Вот. Ну, а сейчас в июне, ну, это же невозможно, да, применять чрезвычайные меры постоянно, ну, потому что у вас, как бы, в конце концов, заканчиваются, либо деньги заканчиваются у тех, кому вы применяете эти меры, либо заканчиваются те, кому вы можете применять эти меры. И вот в июне ситуация вернулась к нормальности, такой, какой она должна быть. Там больше 400 миллионов было превышение спроса над предложением. Почему она нормальная? Потому что мы имеем отрицательный торговый баланс. И он как бы довольно большой, там минус 800 миллионов, ну, это, правда, за 5 месяцев, но я думаю, что там и по июню тоже там не все не очень хорошо. Вот. И если вы не можете зарабатывать валюту, а все-таки валюта же вам нужна, ну, это валюта, это же имеется в виду не доллары, да, на самом деле, это же мы в долларах просто, ну, ее считаем, это в основном российские рубли, скорее всего, там, может быть, юани и так далее. Если вы не можете зарабатывать валюту, да, ну, за свои товары, а вам же надо покупать там оборудование, импортные какие-то товары, то вы ее ищете на внутреннем валютном рынке. И это почему важно? То есть у Белорусского Нацбанка сейчас есть довольно большие резервы, чтобы этот спрос купировать, ну, просто продавая, в конце концов, эти резервы. Но резервы же кончатся. Вот. И вот если у нас такой баланс на внутреннем валютном рынке отрицательный, это значит, что мы тратим больше, чем мы зарабатываем. Это вот просто, эта цифра, это наглядный пример того, насколько мы больше тратим, чем зарабатываем, ну, как страна. Наколькі это небяспечна на фоне того, что вот буквально на мінулым нашым эфиры мы размаўлялі про рэзкі такі значны рост золотовалютных резервов? Ну вот он произошел, этот рост, вот именно потому, что вот это была эта аномальная ситуация, которая, ну, я думаю, что не имела никакого отношения к экономике, а имела отношение в основном к административным рычагам, да, вот. Опасно это потому, что, ну, да, резервы у нас банка есть, но если вот у вас минус 400 миллионов, ну, так вам надо как бы эти резервы будет тратить, если 400 миллионов в месяц. А если это будет расти еще больше, то вам надо будет тратить еще больше. И опасность этой ситуации в том, что, ну, у вас закончатся резервы,
Ну, на самом деле 11 миллиардов – это такие более-менее условные резервы. Какая часть из этих резервов ликвидная – это еще вопрос. Она гораздо меньше, чем 11 миллиардов. Да? Ну, то есть то, что вы на самом деле можете продать. Потому что там есть, например, эти специальные средства заимствования от МВФ. Это, по-моему, 1,3 миллиарда долларов. И это очень условные деньги. Потому что, ну, вы их вообще продать не можете. Ну, потому что Беларусь под санкциями. Вот. То есть, ну, поэтому, ну, это опасно. Это опасно тем, что резервы будут вымываться. Это опасно тем, что вам нужно, ну, чтобы они не вымывались, вам нужно сокращать импорт, сокращать потребительский импорт, то есть меньше товаров, выше цены. Вот гэта сённяшняя сітуацыя, просто каб на заканчэнне праграмы разобрацца. Памятаеш 11 год, валютны крызіс, калі віната была каго і ў чым, потому что беларусы раптам усе павезлі грошы за мяжу, каб на гэтыя грошы купіць сабе танныя бэушныя машины і прывезці іх у Беларусь. І вот поэтому здарыўся, оказывается, валютны крызіс. Зараз можа быть та прычына у тым вот гэтай вот сітуацыі перавышэння попыту над прапановай, што ну раптам беларусы вырашылі паехаць адпачываць. Им трэба валюта, неважно, куды ты едешь там у Европу, ці ты едешь у Тайвань, ці ты едешь там, я не ведаю, у Китай, ці яшчэ куды. Ну, валюту мы ж не доллар толькі мераем, як ты правильно сказаў, а і расійскі рубель, і юань, і все астатняе. То, может быть, и снова белорусы виноваты? Я, кстати, версию про то, что это из-за машин, не помню. Там были разные, но это тоже интересно, да. Там много же версий было про машины. Вот я, кстати, не помню, да, интересно. Ну, нет, это не подтверждается эмпирическими данными. Такая версия про то, что белорусы виноваты, потратились. Ну, это не значит, что она не может появиться. Ну, как бы, понятно. Потому что белорусы, в принципе, по жизни виноваты, да, в глазах белорусской власти. Но как бы эмпирическими данными она не подтверждается, потому что как раз продажа валюты населением, потому что население продавало валюты больше, чем покупало. Вот. То есть, а вот именно предприятие, вот это превышение спроса над предложением, это результат работы предприятия. Это предприятия покупали больше, чем продавали. Причем там на самом деле... По предприятиям, если смотреть, то там разрыв был не в 400 миллионов даже, а в 800 миллионов. То есть это население еще компенсировало своими продажами валюты, компенсировало часть дефицита. Ну что ж, на жаль, трэба завершаць нашу размову. Бач, читаю акурат такі навіну. Дзяржаўны таможенны камітэт ад справаздачыўся ліквідацыі схемы нелегальных паставак тавараў з Польшчы. Распачатая крымінальная справа, что там за Польша, за поставки, я не ведаю, но нарэшце бяспека эканамічная, все забяспечана, все нормально. А то все это подделки, сделанные в Польше. Может, яблок? Ну, яблок. Хорошо, если яблоко, а если какая-нибудь, понимаете ли, да? Ну, все, дзякуй вялікі, да наступнай сустрэчы. Я нагадаю, что мы регулярно сустракаемся с нашим эканамічным аглядальнікам, аўтарам і вядоўцаў праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынок» Андрэем Махоўскім раз на 3 тыдні, так что праз 2 тыдні чакайце нас з новым аглядам эканамічных падзеяў. А на сёння я развітваюся, да сустрэчы, жыве Беларусь. Всего доброго, жыве Беларусь.